Общественное движение «Ленский покров» было создано в 2023 году с целью оказания помощи ленским бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции в Центральной районной библиотеке двумя ее сотрудниками – руководителем Зоей Ильчук и специалистом Павлом Митряевым. Первые сети они начали плести вдвоем. На дому занимался изготовлением эвакуационных комплектов, строп и носилок и Руслан Ишбудин. Мужчина также закупал одеяла и карабины и передавал мобилизованным парням, уходящим в зону проведения специальной военной операции. Эти люди занимались волонтерской деятельностью, каждый отдельно, но судьба объединила их вместе. На базе библиотеки сначала установили станки, начали плетение маскировочных сетей сначала там, потом дополнительно станки были установлены в музее в нашем, в Ленском краеведческом. Ну, естественно, там же были установлены накидки кикимора леши и, естественно, с подключением первой школы, которая на данный момент и сейчас активно работает, а там у них между ребятами с разных классов аж соревнование идет. Каждый уголок отвешен под определенную сеть, и они там прямо соревнования у них, а когда мы. Материалы закупали на свои личные средства, плели прямо на рабочем месте. Вокруг людей, занятых плетением сетей, очень быстро начали появляться новые лица. Сначала это были их коллеги, сотрудники библиотеки, затем отозвались работники других учреждений культуры, а потом и все желающие ленчане. В январе 2023 года была создана группа в Телеграм «Ленский покров». Сначала в ней было 800 человек, сегодня более 1600 участников. К волонтерскому движению присоединились школы, детские сады, библиотеки, дом престарелых, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и другие учреждения, также жители поселений района. Недавно подключились и садики тоже, они начинают нам вязать вот такие вот паучочки. И вот эти паучки мы для увеличения объема, ну, то есть они материал разрезают, вяжут паучочки, и мы эти паучки закрепляем на маскировочной сети для увеличения так называемого объема пышности. А так также получается хорошо нам помогают сейчас транспортные компании, то есть у нас по логистике осложнено немного. Ленская логистика осуществляют бесплатно на материал доставку третий год нашей СВО. Естественно, народ сплотился, больше стало людей, больше и по заявкам у нас, получается, закрывается тоже довольно-таки быстро все это дело, суммы довольно-таки быстро собираются, доставляется оборудование, ну и, естественно, молодцы, население Ленского района сплотилось. Сотрудники детского сада «Теремок» нарезают закупленные материалы на ленты для плетения маскировочных сетей. Подопечные дома-интерната для престарелых и инвалидов сворачивают их в рулончик. Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних регулярно приходят в Покров. Также проводят различные акции, в ходе которых собирают денежные средства для участников СВО. Ученики коррекционной школы тоже трудятся в Покрове, изготавливая сухие души. Помогают и в упаковке гуманитарной помощи для отправки ребятам. Третья школа стала инициатором акции «Корзины для своих». Она установлена в аптеках города. Покупатели наполняют ее необходимыми медикаментами. Некоммерческая организация «Золотые руки ангела» передает мастерам Покрова материалы для пошива носилок и эвакуационных строп. Участники группы помогают кто чем может. Денежные переводы поступают регулярно. Приносят предметы первой необходимости для отправки бойцам, мебель, станки, ткани для маскировочных сетей. Ну и самое главное – рабочие руки. Тут есть всегда. Помещение, кстати, где сегодня базируется Ленский Покров, выделил предприниматель Станислав Хамаганов. Места хватает всем. Ряды волонтеров регулярно пополняются. 3 недели назад к движению присоединились и сотрудники Комитета по молодежной и семейной политике. В день нашей съемки коллектив занимался изготовлением носилок. Этот процесс очень трудоемкий и требует максимальной внимательности, потому что если какая-то петелька пойдет не туда, то носилка не будет работать так, как она должна. Вообще, 3 недели назад мы приняли решение комитетом ходить каждую неделю, 3 раза в неделю, вторник, среду и четверг, помогать нашим волонтерам. Мы приходим сюда. Сначала нам доверяли делать тактические одеяла. Девочки у нас сразу часть пошли на сухие души. И вот мы делали сначала какую-то свою маленькую работу. Потом нам начали доверять изготовление носилок, изготовление пятиточечников. Потом пустили на сети. Вот потихоньку мы приобретаем опыт, помогаем каждый раз. На этот момент мы уже больше 250 душей девочки наши сделали. Мы сделали 9 одеял. Это уже наши 5-е носилки юбилейные, поэтому мы втягиваемся, мы собой гордимся и считаем, что делаем большую работу. У нас в планах не останавливаться, это все будет на постоянной основе. Также мы стараемся помогать какими-то материалами, если что-то нужно, там, лекарства,
прочей необходимости, всех призываем присоединиться к нам, потому что даже 40 минут вашего личного времени могут спасти кому-то жизнь, и это очень важно. Ежедневно в центр Ленского Покрова приходят трудиться десятки человек. Костяк волонтеров – это женщины среднего и старшего возраста. Многие из них работают в Покрове с первых месяцев его создания. Среди них и Надежда Батышева. Женщина обучает новеньких волонтеров и детей. Сначала плела нашлемники, потом сети, браслеты, в общем, все. Шью, вяжу, подвязываю, все делаю. Вы знаете, приходят же только те, кто идет, вот у нас, например, есть Дарина Терешкина, да, которая связала браслетов уже, наверное, 500 точно связала. Она их вяжет. Вот она их вяжет на дому. Она в 6 Г учится во 2. Дорожный, Пеледуй, Витим, Чапаева, Бичинча, Южная Нюй. Вот если в общей сложности сложить вот наши, наверное, сети, то это, наверное, уже больше 1000, потому что только первая школа, наверное, уже за 300 связала. 600 мы связали. Вот представляете, а если сложить все, это какое... Вот так и шьем для фронта. Сегодня здесь работает швейный и раскроечный цеха. Идет пошив необходимой маскировочной продукции, в том числе носилок и пятиточечников. Фиксируется на пояс. В любой момент можно приземлиться. Также при необходимости, если нужно занять огневую позицию, можно развернуть его на себя, естественно, расправить и лечь, тем самым лежать в удобной для тела позиции, не намыкать, ну и тем самым сберегать тепло. Ну и также дополнительное изделие используется еще для защиты от осколков. Туда вставляется бронеплита, либо осколочные комплекты, и можно развернуть как с передней части, так и задней, защищая тазовые части. Кроме того, волонтеры собирают теплые носки. Их вяжут участники движения на дому. Носочки отправляют на СВО под брендом от Санька. Школьник принес все свои накопленные деньги и передал Покрову на пряжу для носков. Также бойцам постоянно требуется белье, предметы гигиены и аптечки. Собираем комплекты. Уходящим добровольцам вручаем парням аптечки медицинские, собираем. Ну и также парни, приходящие в отпуск и уходящие с отпуска, также к нам приходят и дополнительно добирают. Надо сказать, что сети плетут не только волонтеры движения «Покров», но и педагоги и ученики первой школы. Они первыми начали оказывать помощь ленским ребятам, стоящим сегодня на защите нашей Родины. Инициатором благого дела стала сотрудница учреждения Полина Федорова. Постоянно учреждение образования проводит ярмарки, все вырученные средства передают в Покров, собирают посылки для бойцов, пишут письма. Письма пришли из города Ленска, из Якутии. Я передаю их нашим бойцам. Чтобы спасибо огромное, да, обязательно раздадим, ребята. И пусть эти письма согревают вас и придают силу, уверенности. Спасибо огромное. Вам спасибо огромное. Регулярно администратор группы Руслан Ишбоудин объявляет сбор средств на заказы ребят. Как раз в день записи интервью был закрыт очередной на заказ системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов и системы защиты РЭП. Парни наши, уезжающие с отпуска, они уже поедут и заберут это оборудование. Ну и плюс там еще братское плечо. У нас мобилизованные жители Ленского района, которые в зоне СВО выполняют в данный момент защиту нашей Родины, они вручают друг друга. Кто-то делится электростанцией, одну отдает там на время, кто-то совсем отдает, кто-то ввиду ненадобности оборудования на данный момент предлагает: возьмите пока мое оборудование, у нас есть. И вот этим братским плечом, то есть они помогают и доставлять себе логистику. Здорово помогают, и большое им спасибо нашим жителям, которые поменяли место жительства. Они живут в Москве, в Белгороде, ну и там, получается, оказывают нам помощь. За считанные дни был закрыт и сбор на 50 тысяч рублей по заявке бойцов на приобретение комплектующих. На очереди крупные заявки на аппараты БПЛА и приборы ночного видения. Готовятся к отправке в зону СВО 3 автомобиля, укомплектованные гуманитарным грузом. Так, спасибо неравнодушным жителям Ленска. Гуманитарку получили. Это у нас, получается, окопные свечи пришли. Сухой душ, отопители. Так, еще вот ваши посылочки, конфеточки, печенье. И самое необходимое сейчас наши. Вот, Нефопан пришел.
Нефопан, вот, тюбики под этот, нефопаны, промедолы. Вот самое важное — одеяло и кровоостанавливающие. Спасибо вам. Волонтеры Ленского покрова работают, не покладая рук, и каждый день они ждут с нетерпением окончания специальной военной операции и нашей победы. Это желание для всех стало заветным. Работаем, ждем победы. Главное, мы ждем победы, чтобы наши мальчики вернулись. Когда они приходят, знаете, иногда вот они приходят и с порога вот так говорят спасибо. Это вот, ну вот это то, зачем мы сюда приходим. Мы знаем, что мы приходим не зря, что мы помогаем. Вот и все. А остальное, конечно, ждем победы. А победа обязательно будет за нами. И в этот день волонтеры движения «Ленский покров» выпьют горячий чай из нового чайника, который приобретен специально для этого события. Вот у нас раритетный чайник и раритетная кружка. Такие кружки есть у всех наших волонтеров, которые приходят и помогают нам. На этом чайнике оставлены автографы всех волонтеров, которые принимают активное участие здесь. Каждый написал здесь пожелания. Ждем победы, 25-й год. И что с этого чайника мы на День Победы выпьем каждый со своей кружки чая. Тем самым встретим победу. Двери общественного движения открыты для всех желающих помочь волонтерам. Каждый из нас может нести свой вклад на пути к победе. Еще хотелось бы добавить, что после победы Ленский покров станет центром реабилитации для бойцов, вернувшихся с зоны проведения специальной военной операции. В поддержку бойцов сегодня в районе проводятся различные ярмарки, акции. Одна из них – «Мамины пельмени». В этом году ленчане налепили их более 300 килограмм. Полуфабрикат был отправлен по госпиталям, где проходят лечение наши земляки. В Ленском районе в фонд «Победа» за время проведения специальной военной операции поступило более 71 миллиона рублей добровольных пожертвований. Из них 4 миллиона 100 тысяч рублей были переданы жителями района и организациями. Львиная доля средств в фонд поступает из районного бюджета. В движении хочется обратиться к каждому, кто сейчас смотрит наш репортаж. Присоединяйтесь к общественному движению «Ленский покров». Окажите помощь нашим бойцам на СВО. Вы поможете нашим ребятам на пути к победе. Оборудование, закупленное на ваши средства, спасет жизни многих людей и наших бойцов.